С итогами недели в республике на канале БСТ я, Айнур Гибадуллин. Здравствуйте, смотрите в этом выпуске. Благое дело. Ради Хабиров заявил, что на собственные средства построит мечеть в парке «Патриот». Я принял для себя решение, что эту мечеть я построю сам. В Уфе участники проекта «Атайсал» поделились опытом поддержки малой родины. Гордость испытываю за самого себя, за тех людей, которые приняли очень значимую роль в моей жизни. Инженерная бригада ордена Жукова. Высокая награда для нас, это гордость. Я скажу, что личный состав успешно выполняет все задачи поставленные. Указом Владимира Путина соединение Центрального военного округа, дислоцированное в Башкортостане, отмечено за участие в СВО. С прошлого года бригада участвовала на Авдеевском направлении. В Башкортостане введен особый противопожарный режим. Такой универсальный вертолет, который и людей перевести, и может с воды спасти людей со льда. Лесные возгорания будут тушить из земли и с воздуха. От того, насколько грамотно авиатехники подготовят вертолет к весенне-летнему периоду, зависит его безотказная работа на протяжении всего сезона. Ради Хабиров анонсировал личную инициативу по проекту «Атайсал». На собственные средства он построит небольшую мечеть на въезде в парк «Патриот». О своем решении глава региона рассказал на форуме «Ватан Кюсю» «Сила Отечества» в Уфе. Там активисты со всей республики обсудили социальные вопросы, а также поделились опытом помощи малой родине и соотечественникам. В Конгресс-холле разместились несколько секций. На них прошли стратегические сессии и круглые столы, посвященные вопросам молодежи, семейным ценностям и помощи участникам СВО. Тему продолжит Полина Затолукина. Дети, получается, у нас могут здесь заниматься спортом, волейболом, баскетболом. Пока эта площадка только в миниатюре, но уже в этом году ее построят в Бузякском районе. Для небольшой деревни Шлынлы-Кулево такой спортивный уголок будет первым. Это один из 533 проектов, реализованных в рамках программы «Атайсал» в районе. У нас активно очень жители занимаются благоустройством родников, благоустройством памятников Великой Отечественной войны. Даже наши земляки, которые не живут в Бузякском районе, не проживают в Башкортостане, они нам подключены в группу, тоже мы общем занимаемся этим проектом. И с каждым днем все больше и больше людей к этому прибавляется. «Атайсал» – это проект, призванный объединить выходцев из Башкортостана для совместной помощи малой родине. Он реализуется при поддержке фонда грантов главы республики. За 3 года его участниками стали около 5500 активистов, которые предложили более 25 тысяч проектов. Хочу особо поблагодарить тех, кто вносит большой вклад в формирование гуманитарных конвоев. Тех, кто в свободное от работы время шьет одежду для наших ребят, плетет маскировочные сети, помогает семьям участников СВО. Только в прошлом году в рамках проекта «Атайсал» в помощь нашим ребятам реализовано 1610 проектов на общую сумму более 200 миллионов рублей. Один из таких проектов родом из Стерлитамака. Здесь бок о бок работают люди и машины. Волонтеры шьют мусульманские и православные шевроны для военнослужащих. Создают и детали системы сброса для дрона. Их печатают на 3D-принтере по 8 часов каждую. Лидером по количеству инициатив стал Калтасинский район. В рамках «Атайсала» здесь реализовали 2715 проектов. Местные активисты отправляют автомобили на территорию проведения спецоперации, сооружают памятники и благоустраивают общественные территории. Вопросы помощи участникам специальной военной операции обсудили и за круглым столом «Вместе победим». Выдвинули инициативы по поддержке бойцов, находящихся в отпуске или на реабилитации, а также их семей. Фонд «Защитники Отечества» предложил ввести особые дни, посвященные этим вопросам. Одна из наших инициатив – это организовать ежемесячно один определенный день, День башкирского воина, чтобы все социальные учреждения, вообще все учреждения уделили особое внимание нашим участникам спецоперации и членам их семьи.
За 3 года в реализацию инициатив Атайсала вложено более 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Это средства меценатов республики. Самым активным из них Ради Хабиров вручил награды. Гордость испытываю за самого себя, за тех людей, которые приняли очень значимую роль в моей жизни. Сейчас поддерживаем инициативу по поддержке наших бойцов на фронте. И вот крайняя наша инициатива, мы открыли мемориальные доски памяти тех ребят, которые погибли на СВО. Форум проходит под девизом «Сила землячества». Любовь к малой родине объединяет даже тех, кто покинул ее пределы. В мероприятии приняли участие знаменитые уроженцы Башкортостана – Геннадий Букаев, Анатолий Аксаков, Айдар Ишмухаметов и многие другие. И, конечно, у нас всегда вот эти детские воспоминания, они живы, и вот это чувство благодарности к родной земле, оно нас всю жизнь сопровождает. И наступает период в жизни каждого человека, когда он думает, а как я могу отблагодарить свою малую родину, своих земляков. И поэтому как раз этот проект нацелен на то, чтобы у людей эта возможность была. Собственную инициативу анонсировал и Ради Хабиров. На въезде в парк «Патриот», который сейчас динамично развивается, разместится здание, которое будет нести в себе духовную ценность. И мы решили, поскольку это связано с войной, с воинами, мы приготовили уже при въезде слева, справа небольшие кусочки земли и решили, что там будет построена мечеть и маленький храм. Очень маленький. И вот я принял для себя решение, что эту мечеть я построю сам. И эту мечеть я посвящу всем погибшим в специальной военной операции. В марте проекту Атайсал исполнилось 3 года, но традиция помогать малой родине издревле лежит в сознании башкирского народа. Инициативы, которые реализуют в наши дни, обогащают культуру родного края и призывают все больше людей внести свой вклад в его будущее. Полина Затолокина, Азат Ишбулатов и Руслан Галямов. Итоги недели. Уфа. Хороший способ признаться в любви к родному языку. Так глава Башкортостана объяснил свое участие в международном диктанте по башкирскому языку. Ради Хабиров писал его в парке «Патриот» вместе со школьниками, которые проходят там сборы. Площадки для диктанта были организованы по всей республике. Образовательная акция проводилась как онлайн, так и в офлайн режиме. Для тех, кто выбрал первый вариант, наш телеканал организовал прямую трансляцию. БСТ из года в год становится, по сути, основной площадкой акции. Подробности расскажет Руслан Батыргариев. Встреча с Шаймуратовым, текст диктанта, который прошел в парке «Патриот», подготовила башкирская поэтесса Лариса Абдуллина. Читал его народный артист России Башкортостана Хурматулла Утяшев. Это для начинающих, скажем, сегодняшний текст, но есть определенные пунктуации, многоточие, тире, скажем. Вот ведь передать сложно, поэтому я немножко волнуюсь. Хурматулла Утяшев – диктор еще самой первой акции «Диктант по башкирскому языку». В этом году он проводится уже в 10-й раз. В парке «Патриот» свои знания проверяли школьники из Мелеузовского и Белорецкого районов, которые проходят военные сборы. Башкирский язык – мой родной язык. У меня сама семья дома разговаривает на башкирском языке. Нужны ли такие диктанты? Конечно, нужны. Потому что мы живем в Башкортостане, и башкирский язык наш родной для всех. Конечно, такие диктанты нужны, так как это развитие башкирского языка на территории Башкирии, на территории России, в принципе. Именно поэтому среди участников международной образовательной акции глава республики для написания диктанта по башкирскому языку Ради Хабиров выбрал площадку парка «Патриот». Чуть позже руководитель республики скажет, что участие в акции – хороший способ признаться в любви к родному языку. В этот день Ради Хабиров также провел совещание по развитию сети парков «Патриот» в Башкортостане, а сразу после этого глава региона принял участие в эколого-патриотической акции «Сад памяти». Мы для чего это делаем? Парк «Патриот», он уже такой, уже просветительская территория. Здесь не только военная подготовка, здесь мы добровольцы, и здесь советники по воспитательной работе. Здесь много мероприятий, тем более, что инфраструктура позволяет. Поэтому вот такой опыт решили здесь написать. Ребятам нравится, тут возможности есть. Мы сегодня еще с утра перед началом диктанта обсудили дальнейшие этапы развития парка «Патриот». Просто я знаю, что всегда нельзя останавливаться. Остановимся, тут же начнем
стагнировать. Вот у нас где-то на 3-4 года расписано, что здесь будет. Из года в год основной площадкой акции становится телеканал БСТ, причем для всех 3 категорий знаний башкирского языка. Для участников с начальным уровнем, свободно владеющим родной речью, и для носителей северо-западного диалекта. Впервые написать диктант в этом году решил и генеральный директор нашей телекомпании. Несколько лет смотрел диктант на БСТ, пытался его писать, и вот в этом году решил, может быть, уже пора. Именно совершенно в такой академической обстановке, пусть даже в прямом эфире, написать впервые в жизни башкирский диктант. Что из этого получится? Надеюсь, получится хорошо. Как минимум хорошо, а то и отлично. А вот министр культуры республики Амина Шафикова, сидя за партой, волнения не испытывает. Она всегда читает периодическую печать и художественную литературу на родном языке. Несмотря на то, что я училась в русской школе, у нас были уроки башкирского языка и литературы, которые вела у меня мама. Мама у меня преподаватель родного языка и литературы. И в семье всегда говорили на башкирском языке. Поэтому диктант пишем не в первый раз. Правда, диктуем первый раз. Вот здесь есть волнение. Международная образовательная акция «Диктант по башкирскому языку» проводится для привлечения внимания широкой общественности к изучению родного языка не только в нашей республике, но и в других регионах России, а также в зарубежных странах. Она проходит как онлайн, так и в офлайн формате. Диктант у нас, я считаю, что прошел удачно, успешно. У нас и онлайн писали, и офлайн очень много площадок. Мы сейчас на связи. И то, что Ради Фаритович посещает наши площадки и пишет каждый год с нами диктант, это очень волнительно, круто, здорово. На самом деле он популяризирует вместе с нами башкирский наш родной язык. Впервые акция «Диктант по башкирскому языку» состоялась на базе Башгосуниверситета в 2015 году. Автором идеи выступила тогда еще преподаватель университета Рашида Магадеева. Идею поддержал преподавательский состав и ректор Николай Морозкин. Это мероприятие приобрело не просто всероссийское, международный масштаб. И только благодаря Ради Фаритовичу количество участников каждый год увеличивается, потому что он сам принимает в этом участие. И люди видят, что действительно интерес появляется к языку башкирскому и к национальной культуре. Он не впервые пишет диктант. Он в 2019 году пришел в аудиторию в Башкирский государственный университет. Таким образом, он тогда показал личный пример, как надо уважать и как надо любить свой родной язык. И я сегодня говорила о том, что он действительно с первых дней своего руководства республикой уделяет большое внимание развитию нашего языка. С 2019-го акция вышла на международный уровень. С каждым годом увеличивается не только число, но и география участников. Если в 2019-м диктант написали около 70 тысяч человек, то в прошлом году число участников акции превысило 340 тысяч. Диктант писали в Турции, Канаде, США, Китае и многих других уголках земного шара. Руслан Батыргареев, Эмиль Басареев, Артур Ханов, Родион Матвеев и Виктор Демидов. Итоги недели. Жители республики приняли участие в экологической акции «Зеленая Башкирия». Уникальный экопроект зародился по инициативе главы региона. Впервые акция прошла в апреле 2019 года. С тех пор новые зеленые насаждения появляются во всех городах и районах. В рамках проекта в столице, рядом с зданием телецентра, появилась тематическая аллея, посвященная 65-летию телевизионного вещания в Башкортостане. Кстати, в честь юбилея Уфы в городе начали высаживать липы. Их будет 450. Деревья можно назвать одним из символов, зеленым оберегом столицы. Им посвящена знаменитая песня «Эфе Юкаляре». Когда липа цветет, а это будет там через несколько недель, можно с ума сойти от запаха этого цветения. И пчелам тоже очень нравится делать самый лучший в мире башкирский мед. 70% всей липы России сосредоточено в Башкортостане, и поэтому липа – это самое правильное для Уфы дерево. Кроме того, жители Башкортостана активно участвуют в другой экологической и патриотической акции «Сад памяти». Международный проект имеет несколько значений. С одной стороны, саженцы обогащают зеленый фонд, а с другой, каждый из них посвящен героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Поэтому и цель – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом солдате. Акция продлится до середины июня.
В Иглинском районе она проходит уже в 5-й раз. Местом проведения в этом году стал участок в Тавтимановском лесничестве. Участники высадили 5000 саженцев ели. Для многих акция стала частью личной истории. Я рада, что такая акция у нас проходит не первый год и не первый раз. И также это в память о моих дедушках, которые погибли. Один дед погиб во время войны, погиб без вести, пропал, а другой погиб и похоронен на Луганщине. На этой неделе сразу 3 башкирские делегации побывали с визитом в Азербайджане, Узбекистане и Арабских Эмиратах. За каждой поездкой в другую страну кропотливая работа по выстраиванию мостов и налаживанию сотрудничества в самых разных сферах. Например, с одним из ключевых игроков на Ближнем Востоке, Эмиратами, только за прошлый год товарооборот вырос в 5,5 раз. И это, разумеется, не предел, о чем на Международном форуме «Мир возможностей» отметил Ради Хабиров. Какие это возможности и почему бизнесу следует обратить внимание на внешние рынки, расскажет Артур Шамсудинов. В это сложно поверить, но и у Башкортостана, и у Арабских Эмиратов много общего. Объединение в прошлом кочевых племен, схожее ведение хозяйства, вероисповедание, нефтеперерабатывающая отрасль как одна из ключевых. Есть благодатная почва для увеличения товарооборота, который за последний год вырос в 5,5 раз. Благо, налаживанию мостов помогает и прямое авиасообщение. 4 рейса из Уфы в Дубай, а также 3 в Шарджу еженедельно. Мы не зря приехали в Объединенные Арабские Эмираты, и мы не зря здесь ищем партнеров. Потому что, как сказал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, что Объединенные Арабские Эмираты – это главный торговый партнер в арабском мире. И мы сегодня с удовольствием наблюдаем, насколько экономика Объединенных Арабских Эмиратов адаптируется к современным непростым вызовам и насколько она впитывает все современные технологические и инновационные решения. В Эмиратах действуют специальные зоны для разных отраслей бизнеса. Одна из таких – Евразийский торгово-промышленный хаб. С его помощью российские компании могут выходить на рынки иностранных государств. Резиденты получают льготы на аренду земли, производственных и складских помещений, а также полное сопровождение по ведению бизнеса в арабской стране. Хаб может стать окном для башкирских компаний, заинтересованных в выходе на рынки стран Персидского залива. И, вы знаете, мы действительно пересмотрели ряд наших партнеров. Мы действительно видим опору, помощь, понимание и эффективное взаимодействие там, где, может быть, ранее мы были не столь внимательны и не столь эффективно работали. У Башкортостана огромный потенциал для развития отношений с Эмиратами. Не только нефть и газ, но и химия, наука, сельское хозяйство. Республика имеет значительные возможности по экспорту халяльной продукции. Можно отнести такую продукцию, как кондитерские изделия, мед, молочная продукция, в том числе сгущенное молоко. Это мясо баранины, мясо птицы, в том числе мясо индейки. Во внешнеторговом обороте Башкортостана Арабские Эмираты занимают 6-е место. Чтобы усилить взаимодействие между регионами, власти республики прорабатывают вопрос открытия на Ближнем Востоке своих представительств. Они уже действуют в Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Китае и Турции. Именно за счет их работы совокупный внешнеторговый оборот со странами присутствия увеличился на 59%. Еще один ключевой партнер – Узбекистан. На этой неделе там проходила выставка «Иннопром», в которой Башкортостан принимал самое активное участие. Только на начало года взаимный товарооборот с центральной страной Средней Азии вырос на 133% в сравнении с тем же периодом 2023-го. Потенциал Башкортостана высоко оценил зампред правительства России Денис Мантуров. В этом зале как раз мы видим, как осуществляются интенсивные контакты. Республика Башкортостан организовала такой салон, где приглашаются партнеры по своим направлениям. Ну и, собственно, формируются контакты. И надеюсь, что эти контакты будут реализованы. Башкортостан заинтересован в закупках плодоовощной продукции Узбекистана. В свою очередь, республика готова предложить качественную аграрную спецтехнику, увеличить объемы поставок сухого молока, подсолнечного масла, инкубационных яиц. Легко вести бизнес. Почему с Башкортостаном? Потому что легче мы друг друга понимаем. У нас связи тесные, с пониманием хорошо. Башкортостан – это
больше мусульманские вероисповедания там, и есть православные русские. Мы с ними тесно связаны. Комфортный климат и весьма хорошие условия для ведения бизнеса и с Азербайджаном. О возможном сотрудничестве говорили в рамках башкирской бизнес-миссии в Баку. Товарооборот составил по итогам прошлого года всего $400 тысяч. В перспективе его планируют довести до 1 миллиона. Мы на сегодняшний день туда поставляем зерно и зерновую группу. Мы начали поставлять туда мед. Мы поставляем туда спиртоводочные изделия производства «Башспирт». Мы поставляем корма для животных. Но для этого, для будущего есть еще достаточно большие объемы разных видов ассортимента продукции. Как то, что производится у нас, туда поставлять, и то, что производится в Азербайджане, поставлять сюда, в нашу республику. Башкортостан взаимодействует с более чем 100 государствами мира. В 2023 году объем инвестиций в экономику республики впервые достиг 620 миллиардов рублей. По объему вложений регион занимает 3-е место в Приволжском федеральном округе. И это не просто цифры. Развитие внешних связей помогает укреплять экономику, что в нынешних условиях особенно важно для решения внутренних задач. Артур Шамсудинов и Роза Хабибуллина. Итоги недели. Инженерному соединению Центрального военного округа, дислоцированному в Башкортостане, сегодня вручили орден Жукова. Указом президента России 12-я отдельная гвардейская инженерная Кёнигсбергская городокская краснознаменная бригада награждена за мужество и отвагу, проявленные в ходе выполнения задач СВО. Подробности в материале Динары Таймасхановой. Строевым шагом на плац кадеты заносят флаг России и знамя инженерных войск. За массовый героизм и стойкость при выполнении боевых задач орден Жукова указом президента вручен бригаде, расположенной в поселке Алкино-2. Не все соединения части награждаются такой высокой наградой. Это оценка государства, в первую очередь тех дел, то, что сегодня и какие решает задачи бригада в ходе специальной военной операции. Поэтому это высокая награда для нас, это гордость. Я скажу, что личный состав успешно выполняет все задачи поставленные. 12-я отдельная гвардейская инженерная Кёнигсбергско-городокская краснознаменная бригада участие в СВО принимает с самого ее начала. Высокая награда вручена не за конкретную операцию, потому что военнослужащие, по сути, проявляют героизм каждый день на поле боя. Дошли практически по Черниговской области до Киева. После Стамбульских соглашений выходили обратно, попадали в окружение, выходили с боями, ставили на реке Десна 2 переправы мостовые, пропускали войска, собирались и уходили обратно. После этого участвовали в Луганской Народной Республике в освобождении, участвовали непосредственно в освобождении Красного Лимана, Кременной. Закончили это в Лисичанске. С прошлого года бригада участвовала на Авдеевском направлении и до сих пор участвует в освобождении Донецкой Народной Республики. Инженерные войска «Авангард» армии, они отвечают за подготовку территории для других видов войск, выполняют задачи по устройству заграждений, оборудованию переправ в ходе наступательных действий, проделыванию проходов на минных полях. Спектр работ широкий. Руководство региона поддерживает связь как с бойцами бригады, так и здесь, в тылу, с их родными и близкими. Здесь присутствовали у нас и представители наших молодых поколений, это шеймуратовцы, юнармейцы, которым важно видеть, понимать о том, что действительно идет уважение и имеются за ратные подвиги соответствующие награды. История инженерной бригады началась в 1942 году. И тогда личный состав принимал участие в важных наступательных операциях. Преемственность поколений, дело прадедов повторяют внуки самоотверженно, порой и ценой жизни, защищая родину. Динара Таймасханова, Булат Садриев, Руслан Галямов и Иван Шабрин. Итоги недели.
Единовременно военнослужащие отныне смогут получить до 400 тысяч рублей. Из них 205 тысяч от Башкортостана и 195 тысяч по линии Минобороны. Новую выплату для участников специальной военной операции ввели в рамках сбалансированной системы мер поддержки, которую утвердил Ради Хабиров. Привлекает защитников и стабильность. В Башкортостане более 30 мер поддержки участников спецоперации, регулярно появляются новые. В целом же регион остается лидером по количеству выплат бойцам именных подразделений. Только в этом году на поддержку участников СВО в бюджете республики заложено более 6 миллиардов рублей. Увеличенные выплаты контрактникам начали оформлять с текущей недели. Она будет охватывать все категории граждан. Это граждане, пребывающие в запасе, заключающие контракт, граждане, не пребывающие в запасе, подлежащие призыву на военную службу, то есть это призывники, которые вместо срочной службы выбирают службу по контракту, иностранные граждане. С 27 апреля в Башкортостане введен особый противопожарный режим. По данным регионального МЧС, в республике с начала года зафиксированы 2 природных пожара и 97 случаев загорания сухой травы на площади 67 гектаров. Все они потушены. Но спасатели и добровольцы находятся в постоянной готовности выехать на место нового возгорания. Как предотвратить беду и чем тушить крупные очаги в труднодоступной местности, узнал мой коллега Азат Садреев. Этот плуг предназначен не для аграрного сектора, а для подготовки почвы под посадку лесных культур. Но есть у него еще одна функция – спасать тот самый высаженный молодняк от огня. Агрегат позволяет прокладывать минерализованные противопожарные полосы, которые в случае стихии должны остановить огонь от дальнейшего распространения. Опахивают не только новые участки, обновляют и старые минполосы. По идее, понимаете, мы его, например, в этом году сделали минполосу, она в течение летнего сезона все равно зарастает. Трава зарастает, бурьян получается. И как бы, чтобы повысить эффективность этих минполос, мы их обновляем. Где необходимо, там проводим новые еще. Всего в республике на этот год запланировано устройство новых и восстановление старых минполос протяженностью более 11 тысяч километров. Если говорить в целом о подготовке лесопожарных формирований к сезону, эта работа стартовала еще в начале года, учитывая прогнозы синоптиков. Противопожарный сезон ожидается сложным. Уже было обозначено, что с 27 апреля на территории Лесного фонда Республики Башкортостан мы вводим особый противопожарный режим. Он накладывает некоторые ограничения по посещению лесов, по поведению в лесу, то есть запрет уже на разведение костров, однозначный запрет на сжигание порубочных остатков. Этим грешат наши арендаторы, которые готовят лесосечный фонд. Между тем, на неделе авиатехники завершили подготовку аварийно-спасательного вертолета К-32 к весенне-летнему периоду. Помимо полного техобслуживания, винтокрылую машину с позывным «Ястреб» вновь переоборудовали для тушения лесных пожаров. Аварийный сброс нормально. Александр Соколов и его коллеги с уважением называют просто по отчеству. Михалыч работает авиатехником уже 40 лет, 35 из которых на Кумертауском авиапредприятии. И вертолет К-32 знает до последнего винтика. Говорит, главное в его профессии – чувствовать машину. А она уже сама подскажет, где у нее болит – по свисту или запаху. Такой универсальный вертолет, который может и людей перевести, и может с воды спасти людей со льда, с вершин, с горы, в лесу, в тайге. К предстоящему сезону вертолет прошел полное техобслуживание. Работать он будет в экстремальных условиях, поэтому сбои в оборудовании недопустимы. Особое внимание к электрике. Общая протяженность проводов и кабелей здесь на десятки километров. Мне, как электрику, конечно, приходится повозиться, потому что бывают разные ситуации, метеоусловия, дождь, а электроника это все, так скажем, она недолюбливает. Поэтому постоянно приходится следить за ее работоспособностью. В небе таких, скажем, оплошностей оно не прощает. Небо не прощает таких ошибок. К-32 многофункциональный вертолет. В зимний период он используется для поисково-спасательных работ, летом для тушения лесных пожаров. За штурвалом опытный экипаж. За плечами пилота-инструктора Вячеслава Дегтярева более 3000 часов налета. Из них свыше 200 именно на этой винтокрылой машине с момента ее ввода в эксплуатацию. Данная машина является, скажем так, соосной схемой. Наиболее проще, сказать, управление и большой запас мощности полета в горах. Это вот машина Кумертауского авиационного производственного предприятия изготовления.
является на сегодняшний день одной из лучших в мире. В прошлом году этот К-32 был задействован в тушении 15 крупных лесных пожаров, произвел 274 сброса воды, а также эвакуировал из пекла 23 человека. Тогда в Белорецком районе сотрудники МЧС попали в огненную ловушку. Низовой пожар перерос в верховой и отрезал им пути для отступления. «Ястреб» в сложнейших условиях вывез всех людей в безопасное место. От того, насколько грамотно авиатехники подготовят вертолет к весенне-летнему периоду, зависит его безотказная работа на протяжении всего сезона. Во время особого противопожарного режима винтокрылая машина будет выполнять свои задачи от рассвета до заката. Азат Садреев, Роберт Давлетбердин. Итоги недели. Международный аэропорт Уфа. В мае вступают в силу новые законы, которые затрагивают разные сферы жизни россиян. Перевод между банковскими счетами, целевое обучение, защита от коллекторов. Коротко о главном расскажет Эмиль Басариев. С 1 мая вырастет лимит переводов между счетами без комиссии. До 30 миллионов рублей в месяц можно будет отправлять на свои счета в других банках. А кредитным организациям будет запрещено ограничивать размер или количество переводов в пределах этой суммы. Изменения касаются и целевого обучения. В частности, портал «Работа России» будет помогать размещать соответствующие объявления работодателям. Помимо всего прочего, расширит список тех, кто может заключать договоры с целевиками. Это резиденты территории опережающего развития, особых экономических зон, зон территориального развития, арктической зоны и свободного порта Владивосток. Также дополнительную защиту получат должники по ЖКХ. Так, если раньше не могли привлекать коллекторов к возврату долгов граждан за коммуналку управляющие и ресурсоснабжающие организации, товарищества собственников, жилищные кооперативы, то теперь в этот список вошли и наимодатели социального жилья. Если они попытаются продать долги по ЖКХ коллекторам, сделки признают ничтожными. Родные пропавших без вести обязаны будут проходить геномную регистрацию. Проводить процедуру будут органы предварительного следствия и дознания с привлечением специалистов в области криминалистики. Хранить геномную информацию предписано до установления местонахождения человека, пропавшего без вести, но не более 70 лет. Осужденные теперь будут оплачивать доследственные проверки. Процессуальные издержки включат расходы, связанные с проверкой сообщения о преступлении. Ранее к ним относили только расходы, связанные с производством уголовного дела. Их возмещают за счет федерального бюджета или участников уголовного судопроизводства. Теперь действия, которые требуют определенных затрат до возбуждения дела, тоже будут оплачиваться из кармана осужденного. С 1 мая увеличатся ставки акцизов на алкоголь. Речь о вине и плодовой алкогольной продукции. Так, ставка акциза на вино составит 108 рублей за литр, а на игристые вина будет составлять 119 рублей за литр. В последующие годы ставки будут расти. Упрощается порядок подачи уведомлений о ведении бизнеса. Будет работать теперь единый реестр уведомлений о предпринимательской деятельности. Бизнесменам больше не надо будет подавать в контролирующий орган сведения об изменении местонахождения организации, места деятельности или реорганизации, об изменении места жительства ИП. Они будут подгружаться в реестр автоматически. Вырастет финобеспечение ответственности туроператоров и составит не менее 25 миллионов рублей. Это касается тех, кто работает в сфере выездного туризма или тех, кто ранее занимались организацией такого туризма, но сведения о которых исключены из единого федерального реестра туроператоров. Ранее можно было страховаться минимум на 10 миллионов рублей. Теперь такой шаг гарантирует исполнение обязательств перед туристами. Свой профессиональный праздник отмечают сотрудники скорой медицинской помощи, те, кто всегда находится на передовой, работает в непростых условиях. Они часто бывают единственной надеждой человека и способны вырвать пациента из лап смерти. Для многих это не профессия, а призвание. Их жизнь проходит под сиреной карет скорой помощи. Анастасия Ильчебаева о тех, у кого под красным крестом синей формы бьются добрые сердца. Здрасте, скорая! Тем хуже ситуация, тем мы лучше соображаем. У нас кто приходит, скоро как трясина затягивает, как болото, уже кто не уходит. Все равно в каждой смене находится какая-то такая минутка, что думаю, что мы здесь не зря.
Они уже давно поставили себе диагноз «больны работы». Изменения необратимы, лечению не поддается. Скоровики, как называют их в профессиональной среде, своего рода адреналинщики. Те, кто решил остаться, уже никогда не променяют синюю форму на белый халат, жизнь на колесах на будни в стационаре, непредсказуемость смены на относительную стабильность. Какой день болеете? Второй. Вчера началось в 2 часа ночи. А температура не поднималась? Температура вчера поднялась 38,4 с нурофеном. Доктор Саша Каюмова на скорой уже 17 лет. Пришла еще в студенческие годы на должность санитара. В те времена они тоже были в бригадах. Тогда еще не думала, что останется, но они идеально подошли друг к другу. Саша скорой, скорая Саша. Последние 2 года доктор Каюмова работает на одном из самых сложных участков. Кировской подстанции Уфы относится к части Уфимского района, поэтому в Зубово был открыт своего рода филиал. Необходим особый профессионализм, чтобы довести пациента в критическом состоянии до больницы в Уфе. В прошлом году мы в машине рожали, не доехали до 4-го роддома. Нам пришлось рожать прямо в приемном покое в машине. Потом в том году, получается, весной у нас ребенок утонул 4 года. Мы вместе с медбратом его откачали, вытащили. У нас водитель все штрафы собрал, ехал 160, конечно, потом все штрафы эти нам сняли. Но 4 года мальчишки, все хорошо закончилось. Поэтому все бывает, ДТП, аварии. Медиков скорой помощи невозможно упрекнуть в трусости, но после ковида они уже точно не боятся ничего. Такого не видели и те, кто уже 30 лет колесит в карете скорой. Мы почувствовали это когда наши родители и коллеги начали уходить на больничный один с другим. Просто, как говорят, что покосило. Вот у нас так было, что этот не вышел, закрыли на изоляцию, этот был где-то контактировал, у этого мама лежит в реанимации, у этого отец умер, у этих ребенок лежит в тяжелом состоянии, и все. Мы работали, конечно, у нас никто не жаловался, хоть даже кто работал на износ. Все выходили, работали сутки, ночь, день. В этих костюмах мы не знали, как ходить в них в эту жару, как раз мы попали в самое жаркое время. 2 года закалки. Пациенты, которым они в прямом и переносном смысле были нужны как воздух. Руслан на работе под звуки сирены мечтал еще участь в медицинском колледже. Спокойный, сдержанный, сложно поверить, но и в экстренных ситуациях умудряется сохранить это состояние. Самообладание – это то, что скоровики не имеют права терять. Это и морально, и психологически было тяжело. Практически постоянно работали, но это наша работа, потому что мы экстренная служба. Тут каждый приходит так сказать, по своему призванию. Просто так люди тут не задерживаются, не работают. Это, как сказать, свою жизнь связываешь конкретно со скорой медицинской помощью. Ни для кого не секрет, что в скорую идут явно не за большими зарплатами или комфортным графиком. И когда порой бывает особенно трудно, может поддержать простое спасибо. Помощь оказали, потом приходит благодарность, пишут. Это уже приятно тоже. Что чувствуете? Гордость. То, что ты, как сказать, в своем месте. У меня мама тоже работала на скорой 5 лет. Я решила тоже пойти по ее стопам. Рената Габдуллина самая младшая сотрудница Кировской подстанции скорой помощи. Девушке 22 года. Фельдшером работает с сентября. Я с самого детства вижу эту медицину, вижу, как мама собирается на работу в больницу, как сестра гладит халаты перед учебой. И не было сомнений. Сестра врач-терапевт, дядя врач-инфекционист. Мама работала на скорой, сейчас медсестрой работает. Мы самые первые приезжаем, самые первые видим, что происходит, и самые первые оказываем медицинскую помощь. Скорая помощь на селе – это особая специфика. Большие расстояния. Радиус обслуживания может быть сотни километров. Оксана Рачкова уже 24 года фельдшер в Зилаирском районе. Самое сложное в работе, признается она, это дорога. В основном это с транспортировкой пациентов связано в наших условиях, особенно в зимних, суровых, где едешь, снег, а дорогу не видно, и все такое, тяжело, и больные. Все это очень тяжело, вспоминаешь. Ну, уходить из профессии не будете? Нет. Работу свою очень люблю, ценю. И дай бог проработать еще столько же на благо здоровья людям. Очень нравится помогать людям, спасать, потом видеть добрые улыбки. Со стороны они люди-кремени. Кажется, за годы работы способны справиться со всем. Какие там слезы. И лишь уже приезжая на подстанции, можно дать волю чувствам. Здесь не остаются те, кто не любит свою работу. Без этого просто навряд ли продержишься. И в сердцах после тяжелой смены они могут себе пообещать уйти туда, где не надо ночью срываться в неизвестность. Но проходит время, выдыхают и решают снять синюю форму. Но лишь до следующей смены. Анастасия Ильчебаева, Булат Садриев, Равиль Рахимдянов. Итоги недели. Таковы были эти 7 дней в республике. Я желаю вам всего доброго. Оставайтесь на нашем канале. До свидания.